Мы начали съемку с реанимационного отделения. Здесь 14 больных. Из них двое в тяжелом состоянии. Направились на второй этаж. В каждой палате по 2-3 человека. Одни отказывались говорить на камеру, другие, собрав силы, благодарили врачей. Все молодцы, медсестры, все внимание, все на нас. Спасибо им огромное, большое спасибо. Медикаменты, еда, все Все есть. В день 3 раза кормят. Куда еще? Я лежала 15 дней в реанимационном. Уже в третий день, что здесь, мне лучше, уже гораздо более хорошо. Так все есть, ухаживают нормально. Нормально, вы что говорите? Вообще нету слов. Меня предоставили в квартире. У меня никого нету, кроме вас и Бога. Все молодые, все в реанимации, все не дали умереть мне. Я встану, жива-здорова буду. Я сразу президенту первым долгом министерства, вторым долгом Жане Ильянкову. За ваше внимание, за вашу доброту. Было очень тяжелое осложнение. Отдышка была очень сильная. Температура неделю, наверное, не спадала вообще. Привезли сюда. И потом уже начали делать капельницы. Перед этим было очень-очень плохо. Но сделали укол, который сейчас делают все, дорогой. После этого начала в себя по чуть-чуть приходить. А так, в общем, персонала достаточно. К вам часто заходят? Заходить, внимание уделить, да, они уделяют, особенно здесь, в этом отделении, но первое время не хватает. Медсестер очень мало, их не хватает, они носятся, бегают, что поделать. В главном ковидном центре страны, как и во всех ковид-отделениях республики, продолжают бороться за жизнь каждого пациента. Однако тяжелых больных с каждым днем все больше. Сегодня утром пришлось дополнительно одну кровать собрать и дополнительно поставить в реанимации, так как ситуация была тяжелая больного, и пришлось в реанимацию положить его. Ситуация очень ухудшается, и очень нестабильная ситуация по заболеванию. Только добавляется вирусная нагрузка, а также добавляются тяжелые больные. На втором сколько человек сейчас лежит? 23 человека лежат, из них двое пациентов, которые требуются в реанимационном в отделении госпитализировать. Но так как у нас мест нет, мы максимально пытаемся как-то стабилизировать на месте, где они лежат. Количество смертности повышается за счет того, что не то, что там лекарства или медикаментами не можем помочь обеспечить их здоровье. Нет. Факт, что заболевание мутировался, и факт, что агрессивность заболевания очень высоким стала. Ринель, ты на сегодняшний день с кем в паре? Сколько дней ты здесь будешь или один? Сегодня у нас в паре Христина Херсоновна, терапевт, помогает по документальности, чтобы вести, а в реанимации один. Да. И сколько ты так один будешь здесь? Сегодня, завтра. А потом кто тебя заменит? Другие врачи, реаниматологи придут, заменят, наверное. Имена, фамилии можно? Не могу сказать. Затем мы направились в главный корпус госпиталя. На каждом этаже больницы лежат ковид-больные. Здание переполнено. И, естественно, сейчас вот мы поднимаемся на 3-й этаж гинекологического отделения, где 40 человек у нас лежат. Вот сейчас 40 человек здесь, 40 в хирургии, в терапии еще. Пойдемте. 3-й этаж тоже заполняется. В одной палате лежат и женщины, и мужчины. Нужно отметить, что здесь проходят лечение и молодые люди в возрасте 22 лет с поражением легких более 70%. Их состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести. В главном корпусе Гудаутской ЦРБ на 3-м этаже, вот 4-я палата, лежит заместитель генерального директора АГТРК Отар Лакарба. Давайте узнаем, как он себя чувствует. Поступил я вчера. Днем было тяжело, дыхания не хватало, с температурой, но после процедур, проведенных медиками, мне стало лучше. Ночью спили температуру, сегодня у меня уже 36,1, состояние улучшилось, дышу уже, как видите, сам.
иногда кислород надеваю, это так надо после ходьбы. Делают все возможное. Ну, врачи, сейчас я не могу сказать, ну, хватает их, не хватает, потому что здесь они делают все свою работу как положено. Здесь очень часто и врачи, и медсестры, не только меня, и моим соседям оказывают всякую помощь. И так вот держимся пока. Здоровья, мы вас ждем на работе. Спасибо. Мы очень довольны, очень хорошо нас все обслуживают. Так хорошо, я очень рада, очень, как сказать, все бегают, все занимаются с нами. Как попросить, бегом сюда, все делают. А кормят вас? Кормят нормально, здесь аппетит зверски появился у нас. Очень хорошо кормят и вкусно. Недавно заработавший компьютерный томограф снова вышел из строя, что значительно осложняет работу врачей. Без первичного КТ делать какие-то прогнозы по состоянию здоровья пациентов невозможно. Мы не можем ни первичным, которые поступили, сделать КТ, а люди тяжелые. Сейчас никто не идет просто так в больницу. Они поступают, еле ищут воздух, где им кислород получить, вдохнуть. И мы не можем таким людям сделать КТ. Мы ждем, когда будет какой-то там недостающий для того, чтобы работал этот прибор, стабилизатор там или что-то. Почему мы должны убиваться в комбинезонах, бросать свою работу? Кто-то бросил своих детей больных, кто-то еще других. Помогать должна вся республика, раз такое бедствие. Мы это воспринимаем как военное положение, почему-то другие это не воспринимают. Нам нужно, чтобы делались хорошо анализы на месте. Мы отправляем дедимер в Сухуми, прокальцитонин в Сухуми. Ну, может быть, для этого есть свои причины, так удобнее, но нам потом тяжело искать ответы, ждать, звонить. Это кто-то на телефоне круглые сутки должен сидеть и ждать, когда ответ придет. Сложно работать, и много таких этих, которых не было в первую волну. Во время нашей съемки бригада врачей и медсестер только заступила на смену. В 3-м и 4-м корпусах медперсонала было достаточно. Однако такая картина здесь не всегда. Сегодня просто, наверное, вам повезло, потому что приехала бригада, и мы просто их встречали, ну, просто, я не знаю, как кого. Были просто счастливы, потому что вчера и несколько дней до этого у нас просто был аврал. Это был какой-то ужас и для больных, и для нас, потому что бригады не приехали. Нужно отметить, что в ковид-госпиталь приезжают на дежурство одни и те же врачи. Некоторые из них болеют уже по 2-му кругу. И это, конечно же, отражается на работе госпиталя. У меня на этаже нет медсестер. Это на 2-м? На 2-м. На 3-м, слава богу, гальцы, которые всегда организованы. Если их бригада работает, надо дать им должное, у них и ихнему главврачу, и ихнему главе администрации, у них четко все сделано, четко все запланировано, они приезжают четко, выполняют работу четко и уезжают в нужное время. Чего не скажешь о других бригадах. Они могут приехать, могут не приехать, могут не включить телефоны. И, к сожалению, ни разу никаких административных мер не было предпринято по поводу того, чтобы хоть кого-то наказать. Они не боятся, и многие, к сожалению, многие считают, что они нам делают большое одолжение Гудаутскому госпиталю, приезжая сюда. Ну, хочу сказать, они нам не делают одолжение, это война для всех. Это есть врачи, не все, некоторые с республиканской больницы, которые с первых дней здесь. Вот мой коллега, например, Хаджират Валерьевич Шамба. Вот такие. Есть у нас эндокринолог, она и заведующая поликлиникой, которая каждый день сюда приезжает. Ну, не каждый день, а каждую неделю в свою неделю. Милана с челюстно-лицевой хирургией. Ну, очень много. Терапия, которой мы благодарны, просто терапия, потому что Анжела Алексеевна постоянно нас консультирует и постоянно ее терапевты, ее девочки, они нам помогают. С медикаментами в больнице проблем нет, кислородных концентратов достаточно. Однако дорогостоящие препараты, такие как Актемра, здесь в ограниченном количестве. Когда у нас нет препарата Актемра, Плиги, у нас больные в крайне тяжелом состоянии, да?
Мы просим родственников купить. Родственники бедные это ищут, покупают, привозят. Сейчас снабжение турецкое к тому пошло. Последние 2 недели. Есть сейчас в наличии в больнице? Да. Вы же понимаете, что в таком количестве это нереально. Это просто нереально. Но нам дают. Ничего не могу сказать. Мы ее научились, она немножко по качеству похуже, чем швейцарская там, и так далее. Но мы здесь свой метод капания выработали. Медики все тут думали, гадали. Мы нашли метод капания, когда она не дает реакции. Определенным образом мы ее уже капаем. Прекрасно действует. Артлегию нам тоже дает Минздрав. Но, ребята, столько невозможно. Поработали мы в красной зоне реанимационного отделения, в главном корпусе на 3-м этаже, и сейчас мы поднялись на 4-й этаж. На сегодняшний день на 4-м этаже 46 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Оба крыла терапевтического отделения перепрофилированы в инфекционное отделение. Эта болезнь такая, нас вышили, оценивайте, жалко их, труд, мучение. Сами убирают, сами чистят, все делают. Это ужас, что делают они. Спасибо главврача, всем медсестрам, нашим докторам. Благодарность больше заслуживают этому больницу. Спасибо, мы все говорим. Всем необходимым ковид-госпиталь обеспечивает государство, но и неравнодушные люди и общественные организации вносят свою посильную помощь. Так, глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш пожертвовал Гудаутской ЦРБ 11 кондиционеров. Все это время, конечно, помощь государства огромная. Питание больных, ведь больные даже не переносят свое постельное белье. Это все новые комплекты, питание круглосуточно, это все только за счет государства. И огромное медицинское обеспечение. Увы, ситуация в ковид-госпитале не улучшается. Смертность растет с каждым днем. Одни задыхаются в красных зонах, другие игнорируют все предписания. Неужели, чтобы осознать последствия безответственного отношения к болезни, беда должна коснуться каждой семьи? Сария Кварацхеля, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.